В международном сообществе всегда существовало множество версий определения Центральной Азии. Географически, центр Азии находится на 87 градусе восточной долготы, 43 градусе северной широты, то есть в 30 километрах от Урумчи в уйгурской автономии. Но почему уйгурскую автономию не относят к Центральной Азии, а люди, говоря о Центральной Азии, подразумевают именно 5 стран с окончанием «стан»? Подобные явления широко распространены и в мире. Например, Россия – самая большая трансконтинентальная страна в мире. Хотя 3/4 ее территории находятся в Азии, ее политическое и экономическое ядро расположено в Европе. Поэтому Россия все же считается европейской страной. Другой пример – Панама, расположена на стыке Северной и Южной Америки. Хотя Панамский канал делит ее на две примерно равные по размеру части, и ее столица Панама и крупнейший порт Колон находятся в Южной Америке, люди все же привыкли относить ее к странам Северной Америки. Самым показательным примером является Турция. Хотя ее европейская часть составляет всего 3% территории, а столица Анкара находится в Азии, она все же позиционирует себя как европейская страна, внедряет европейскую модель и является членом Евроатлантического блока НАТО. Возвращаясь к Уйгурскому краю, в настоящее время он входит в состав Китая, а сам Китай в целом относится к странам Восточной Азии. В европейской традиции Уйгуристан называют Восточным Туркестаном, а в Китае с древних времен называют Западным краем – Сией. А уж Запад может, взяв за точку отсчета Европу, разделить Азию на Дальний, Ближний и Средний Восток, то для Китая определение этого региона как Западного края с восточной точки зрения также естественно. 5 стран с окончанием «стан» – это не вся Центральная Азия. Точнее, их было бы называть Русской Центральной Азией. Если же исходить из более широкой географической концепции Большой Центральной Азии, мы можем, отбросив ограничения государственных границ и политических факторов, выделить 3 ключевых региона, различающихся по своей исторической роли. Первый – Иранское Нагорье. Это зона древних цивилизаций, государственностей и городов. Отсюда расходились религиозные и культурные влияния. Второй – Уйгурия или Таримская котловина. Уникальный оазисный пояс, где встречались и смешивались 4 великие цивилизации – китайская, индийская, иранская и эллинистическая. Это был подлинный перекрёсток Евразии. И третий – пояс евразийских степей, простирающийся от Дуная до Алтая. Это мир кочевников, скифов, саков, гуннов, тюрков. Здесь не строили городов, но именно через них приходила волна миграций, менявшая политическую карту всего континента. Степи были коридором народов, пространством, разделявшим великие оседлые цивилизации. Исторические сообщения между Азией и Европой в основном осуществлялось вдоль 3 горных цепей. Хотя путь был трудным, он никогда не прерывался. Если мы продолжим линию Великого Шелкового пути на запад, добавив к нему южный маршрут, начинавшийся с Чиндуской равнины, проходивший через Юннан-Гучжоурское Нагорье, Мьянму и Индию, то перед нами откроется удивительная картина. Все эти маршруты, словно реки, сходились в одном месте – в Уйгурии. Именно оазисы Уйгурского края было подлинным сердцем Шелкового пути, через которое проходило более 80% всего торгового потока между Востоком и Западом. Здесь, в Кашгаре, Хатане и Турфане, встречались караваны из Китая, Индии, Персии и Европы. Центр международной торговли, по-современному, биржевая площадка, находилась именно на уйгурской земле. Это был подлинный перекрёсток 4 великих цивилизаций древности. Именно в оазисах вдоль Таримской впадины происходило слияние всех 4 мировых цивилизаций. Китайская цивилизация присутствовала здесь непосредственно. Индийская цивилизация пришла с буддизмом и на многие века стала доминирующей религиозно-философской системой региона. Иранская цивилизация проникала через сагдийских купцов, зороастрийские общины и манихейство. Греко-римское влияние достигало этих мест через несторианское христианство и эллинистическое искусство Гандхара. Это не было простым транзитом товаров. В пещерах кизило-индийские сюжеты обретали иранские одежды, греческие и уйгурские черты лица. Здесь сагдийские купцы переводили буддийские сутры, а несторианские монахи несли христианские идеи на восток. Уйгурский край стал настоящей международной тусовкой древности, где встретились, переплелись и взаимно обогатили друг друга все великие цивилизации мира.
Не случайно, здесь развилась великая уйгурская цивилизация, поражающая воображение смешением всех мировых культур и создавшая уникальный сплав ведущих мировых религий. А сам уйгурский народ – фантастический микс древних народов, восходящих к древней лореландской красавице, 4000-летнюю мумию, которую нашли в Турфана, древним тохарам, уйгурам хайхе уйгурского каганата, в соотношении около 60% европеоидных и 40% азиатских генов. Подводя итог, можно сказать, что Уйгурская земля не только географически является центром Азии, но и с древнейших времен стала международным центром цивилизации и главным перекрёстком культур и ведущих мировых религий, оказав глубокое влияние на мировую цивилизацию. Не случайно, уйгурская цивилизация была определяющей для всей Центральной Азии, а уйгурская письменность и язык стали лингва франка на тысячи лет. А сегодня возрожденный шелковый путь снова вернул уйгурскому краю историческое величие.